Пока в Татарстане собираются строить новый мост, объединяющий страну, в соседнем братском Башкортостане, образно говоря, пытаются поджечь мост дружбы и добрососедства между нашими республиками. Скажу вам честно, мне неприятно это произносить. Как говорят татары, «юрягарни» – сердце болит. Я знал, что в Башкортостане в связи с предстоящей переписью населения творится уже совсем нечто невообразимое. Но не знал, что настолько. И меня очень беспокоит будущее наших братских по духу, языку и вере народов, веками живущими вместе и только вместе обретающими силу. И я, прекрасно осознавая всю ответственность за свои слова, вынужден заявить: в соседнем Башкортостане, в некоторых районах на жителей, говорящих на татарском языке, осуществляется мощное административное давление. И благодаря интернету это можно увидеть воочию. Вот кадры так называемой научно-практической онлайн-конференции с краеведами, работниками образования и культуры Татышлинского района Башкортостана. Конференцию проводят давно нам известные идеологи башкирского неонационализма Юлдаш Юсупов и Рафиль Асылгужин из Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана. Они не говорят ничего нового. Все те же штампы о примитивных родоплеменных отношениях древности и северо-западном диалекте башкирского языка. Теперь там так называют татарский язык. Ну вот что говорят участники конференции. Давайте послушаем. В 1940 году в этих школах только учились по-татарски. Вот это самая главная беда наша, чтобы мы башкирский язык уже потеряли в 1923 году. И до этого года вот 3-4 поколения учились по-татарски. И за это мы сегодня такой вопрос, что мы татары, не башкиры, вот такой вопрос идет. Мы раньше вот этим архивным материалом видно, что мы у нас в этом районах, в северных районах учились только по-татарски учились, языках. И вот эта проблема сейчас вышла. Почему мы не знаем свой родной язык, башкирский? Потому что вот учились мы по татарскому языке. Все знаем, что по-татарски, а башкирские языки, они потом в 90-х году только вышел. Мы уже 3 поколения выросли, по-татарскому книгу читали, по-татарскому плясали, мы все сделали. Вот это сейчас надо исправить. Вот это проблема у нас. А так, вот архивные материалы, все есть, все знаем, что мы башкиры. По деревням все мы читали вот эти башкирские. Это в 1890 году по переписям башкиры считали свой родной язык башкирский. А потом вот знаете, что только получилось. Вот это история сел деревни Башкортостана. Там написано все деревни Татарского района. Все они башкирские деревни, удмуртские деревни были. Ну, не было такой татарской деревни. Ни одной татарской деревни не было. Когда учились в школах татарский язык, все перешли на татарский язык. Разговор у нас татарский. Вот. И сейчас мы хотим сказать, северные, западные диалекты. Никакой не диалект. У нас был башкирский язык, и вот этот башкирский язык потеряли, вытянули вот татарским языком, и хотят сказать, что мы северным, западным диалектом говорим. Вот это большая проблема, эта проблема не один день будет решаться, и наши дети, вот уже поколение ушло, мы тоже учились татарским, но это возврата не будет, наверное. А сейчас хотят все обратно башкирам сделать, и народ тоже все прошел. 3 поколения уже мы татарски учились. Вот это трудно сейчас народу, вот, людям объяснить. Вы все сами слышали. 3 поколения жителей Татышлинского района говорили на татарском языке. Вот в чем, оказывается, главная проблема для некоторых наших, мягко выражаясь, башкирских друзей, в кавычках. И сам Бахтигарей Хазрят наверняка говорит на татарском и справедливо считает, что нет никакого северо-западного диалекта башкирского языка, который ему навязывают уфимские эмиссары во главе с Юсуповым. И в то же время они говорят, татарских деревень в этом районе вообще не было. Сразу возникает вопрос,
Откуда тогда взялись звезды татарской эстрады Салават Фатхетдинов и примадонна Хания Фархи, которые родом из Татышлинского района? Или их национальность давно переписали на родине? Ответ есть в выступлении Бахтигарея Хазрата. Давайте послушаем еще раз эту ключевую фразу. А сейчас хотят все обратно башкирам сделать, и народ тоже все прошел. Три поколения уже мы татарский учились. Вот это трудно сейчас народу, вот, людям это объяснить. А сейчас нас хотят обратно башкирами сделать. Трудно сейчас людям объяснить. Вот эти слова и разорвали мне сердце. И у меня вопрос. Зачем и кому это нужно в соседней Братской Республике? Как можно так безответственно ломать людям веками сложившееся самосознание? Простодушный Бахтигарей Хазрят, по его словам, всю жизнь пел и плясал по-татарски. Его дед и прадед наверняка пели и плясали по-татарски. Теперь он должен как-то людям объяснять, что они хоть и в третьем поколении говорят по-татарски, любят татарскую культуру, на самом деле не татары и говорят на каком-то выдуманном диалекте. Я видел, как тяжело этому пожилому человеку, которого фактически лишили национальной идентичности. Он искренне поверил этим псевдонаучным пропагандистам. Но он говорит, разговор, язык у нас татарский, нет никакого башкирского диалекта. Вы знаете, какой самый тяжелый грех берут на себя господа новые башкирские идеологи Юлдаш Юсупов и ему подобные? Они пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей. Фактически, образно говоря, они вырывают даже у пожилых людей корни и пытаются заменить их новыми, откопанными в древних ревизских сказках. Попробуйте отрезать у дерева корни, оно неизбежно засохнет. Наверное, Юлдаш Юсупов полагает, что на месте вырванных татарских корней тут же появятся северо-западные, башкирские. Но этого не будет. Национальная идентичность формируется поколениями, а они хотят стереть память ни много ни мало 3 поколений. И чего добьются в результате? Что, люди тут же сменят национальность, забыв отцов и прадедов, вспомнят древнейших родоплеменных вождей? Ну как это возможно? Ведь наши отцы, деды и прадеды – это наша опора, основа нашей самоидентичности. И нам говорят на этой конференции, что фактически они жили не так, пели не те песни, говорили не на том языке. И что же будет в результате? На мой взгляд, ничего хорошего. Потомки этих людей могут стать маргиналами и будут беспощадно ассимилированы в процессе глобализации. Татары не станут по щелчку башкирами, и наоборот. Они просто исчезнут в кипящем котле народов. Но господина Юсупова вряд ли волнует эта перспектива. Ему нужна статистика сегодня. Поэтому он с явным наслаждением рубит с плеча все корни. И еще одно выступление на этой конференции меня поразило. Это директор Татышлинского краеведческого музея. Можно я на своем языке сегодня буду немного коротко? Шунсы куанышлы. Соңгы елларда безнең районыбызның тарихы, үткәне турында, бездә яшәгән башкорт ырулары турында бик күп әсбаплар, китаплар чыгып килә. Тәтешле халкы, туган якны өйрәнүчеләр, укытучылар, укучылар, алар белән кызыксына башладылар. Берничә ел элек менә күбрәк кызыксына башладылар. Шәҗәрәләр төзиләр. Әти-әниләре белән бергә дә төзиләр шәҗәрәләрне, укытучылар белән дә. Һәм шулай ук музейларда, мәктәпләрдә, китапханәләрдә фонд баетыла. Шушы ырулар турында, төбәгебезнең тарихы турында. Һәм без менә яшь буынга, киләчәк буынга шушы дөрес, файдалы, кызыклы мәгълүматларны туплап калырга, аларга калдырырга. Можно я на своем языке буду говорить, спрашивает Айсылу Шарифьянова. И она уже не говорит, можно мне на родном, на татарском. Потому что теперь непонятно, то ли это татарский, то ли это диалект. Надеюсь, вы меня понимаете. Вообще, на этой конференции говорили только на русском и татарском языке. Ни слова на другом. И это показательно. Вы скажете,
Ну что ты преувеличиваешь, сгущаешь краски? Приехали башкирские ученые со своей теорией, имеют право пропагандировать свои взгляды среди краеведов, учителей, библиотекарей. Какие проблемы? Да ничего подобного. Спросите, почему? Да очень просто. Эту конференцию контролирует и направляет лично глава Татышлинского района Башкортостана Фаннур Рафисович Шейхисламов. А вы понимаете, что такое глава района? Это уже административная вертикаль руководства Башкортостана. И вот как он ставит задачи своим подчиненным. Самое главное, вот всех участников я прошу, чтобы вы вот это вот поисковой путь, который нам показали сегодня, и чтобы где нашли эти материалы, могли оттуда его извлечь и распространять, показывать своему кругу знакомых, друзей, близких, даже не только которые здесь находятся у нас в районе, так и те, которые за пределами района, республики, чтобы они понимали, знали свою историю. Глава администрации четко ставит задачи широко распространять исторические пропагандистские клише Юлдаша Юсупова и компании. В устах главы администрации района это уже не просто разговор краеведов и ученых об истории. Это элемент государственной политики. И теперь еще раз вопрос. Кому и зачем это нужно? Зачем некоторым башкирским ученым потребовалось фактически развязать войну против татарского языка, придумывать башкирский диалект? Зачем ради статистики, сиюминутной выгоды ссорить два братских народа? Неужели это важнее многовековой дружбы? Неужели мы позволим себе столкнуть лбами братьев? Честно говоря, эти вопросы не дают мне покоя. Юсуповы уйдут, перепись пройдет, но люди останутся. И только вместе нам суждено выжить. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.